Здравствуйте, эфир телеканала «Грозный» продолжает информационная программа «Новости». В студии Седа Сапарова, и сегодня в программе. Опора государства, гарант прав и свобод граждан. Свое летоисчисление прокуратура России ведет аж 12 января 1722 года. В России отметили День работника прокуратуры. Слабое сцепление с дорогой теперь будет штрафоваться. Кто-то предпочтет штраф, потому что зимняя резина ему обойдется гораздо дороже. В России вступил в силу новый закон. Школа чемпионов в Грозном. Через несколько дней совместные сборы мировых звезд по боям без правил и чеченских бойцов перейдут уже во вторую фазу. Спортсмены мирового уровня проводят сборы с чеченскими бойцами ММА. Правительство Чечни начинает год с проверки исполнения поручений главы республики. Абубакар Адильгериев провел совещание с министрами, руководителями муниципалитетов и ведомств. По словам докладчиков, в целях создания рабочих мест планируется реализация 66 проектов и трудоустройство около 1500 человек. В рамках протокольного поручения Рамзана Кадырова уже реализован ряд проектов и созданы более 100 рабочих мест. Свой профессиональный праздник сегодня отметили работники прокуратуры. Впервые должность генерал-прокурора была учреждена указом Петра I. Сегодня главный надзорный орган страны стал гарантом исполнения законов и соблюдения прав человека. Чествовали прокуроров и в Грозном. Слово Луизе Андиевой. Свое летоисчисление прокуратура России ведет аж с 12 января 1722 года. Указ императора Петра I о назначении первого прокурора России Ягужинского висит в ведомственном музее. Оригинальная копия документа содержит текст на старорусском языке. В нем говорится, что прокуратура – императорское око, коим царь будет видеть все. Другими словами, контроль за исполнением законодательства. Такая же задача у главного надзорного органа и сегодня. Прокурор во втором поколении Магомед Вагапов главным принципом своей работы считает непредвзятость и объективность. Все те приоритеты, которые имеются, они обусловлены позицией прокурора Чеченской Республики. Это прежде всего защита прав граждан и обеспечение исполнения законов, действующих на территории Российской Федерации. Следует отметить, что от уровня исполнения законов во многом зависит эффективная реализация решений, принимаемых руководством страны и республики. Профессиональный праздник работники прокуратуры отметили подведением итоговой награждения отличившихся сотрудников. От имени генерального прокурора страны 13 человек отмечены медалями за верность закону и за безупречную службу. А Магомеду Вагапову вручили именной боевой пистолет. Вагапов Магомед Мусаевич. Служу России. Около 3 столетий основным предназначением этого ключевого органа государственной власти было и остается защита воплощенных в законах державных интересов, прав и свобод граждан. При внимании и поддержке главы республики созданы благоприятный инвестиционный климат, необходимые условия для развития предпринимательства. Внесен существенный вклад в минимизацию административного давления на бизнес. Достаточно сказать, что более половины предложений органов государственного муниципального надзора и контроля в сводный план на 2015 год прокурорами отклонены, а доля ходатайств о проведении неплановых проверок, по которым отказано, составляет 77%. По результатам прокурорских проверок дисциплинарной и административной ответственности в прошедшем году было привлечено свыше 20 тысяч должностных лиц. Возбуждено 291 уголовное дело, вынесено более 62 тысяч актов прокурорского реагирования. Их труд в поздравительной телеграмме отметил и глава республики. Луиза Андиева, Тимур Саратов. Новости. С 1 мая управлять многоквартирными домами смогут только организации, получившие лицензию. Для этого все сотрудники компании должны пройти квалификационный экзамен. Поправки в закон о лицензировании уже получили одобрение Совета Федерации и сейчас ждут подписи президента страны. Все подробности в сюжете Алевтины Брадыковой.
Устранение короткого замыкания сегодня дело рук не жильцов, а сотрудников управляющих компаний. С Нового года, возможно, их станет меньше. Законодатели предлагают лицензировать деятельность подобных организаций, тем самым решив проблему неэффективности или полного отсутствия предоставляемых услуг. Отстранить от работы недобросовестную управляющую компанию сегодня достаточно сложно. Перечень оснований для дисквалификации ограничен. Заявления от лиц, предполагающих заниматься лицензированием на территории Чеченской Республики, будут приниматься здесь по данному адресу: город Грозный, улица Интернациональная, 11. Заявление установленной формы будут подаваться на имя министра жилищно-коммунального хозяйства, являющегося главным государственным жилищным инспектором Чеченской Республики, и Департамент государственного жилищного надзора, проведя предварительную проверку поданных заявлений на предмет соответствия действующему законодательству, будет передавать в лицензионную комиссию данные заявления. Среди 47 управляющих компаний «Бастион» совсем еще молодая и входит в первую десятку по количеству выполненных аварийных заявок. Сегодня на их балансе 416 многоквартирных домов в Ленинском районе столицы. И пока руководители готовятся сдавать квалификационный экзамен в рамках нового закона, жители со своими проблемами все так же спешат в «Бастион». Экзамен экзаменом, но вот протекающая крыша, неработающий лифт или отсутствие воды, как выяснилось, гораздо важнее. И насчет отопления заявки. Законопроект также предусматривает и процедуру лишения лицензии. Для этого достаточно всего лишь 2 административных наказания в течение года по одной многоэтажке. Если количество таких домов превысит 15% от всего жилищного фонда, лицензия компании аннулируется в судебном порядке, а ее руководитель получает запрет на управление жильем на 3 года. Наша компания «Бастион» уже подготовила необходимый пакет документов для подачи в Государственную жилищную инспекцию для дальнейшего лицензирования. Лицензирование – это первый шаг к тому, чтобы очистить рынок жилищно-коммунальных услуг от безответственных организаций. Регулирование в системе ЖКХ управляющей компании – это в первую очередь необходимо для защиты социальных прав жителей. Закон, который начнет работать с мая этого года, коснется товариществ собственников жилья. Согласно ему, для ТСЖ, созданных в одном многоквартирном доме, общее количество квартир, в котором не превышает 30, получение лицензии не потребуется. В остальных случаях ТСЖ, так же как и управляющие компании, должны лицензировать свою деятельность. Левтина Банадыкова, Хаважи Мунаев, Абубакар Абазов. Новости. Наступление года вносит в жизнь россиян множество сюрпризов и нововведений. Не обошли они стороной и автомобилистов. 1 января вступил в силу закон, запрещающий использование лысой резины. В подробностях нового законопроекта разбирался Алхазур Керимов. У природы нет плохой погоды. Вряд ли зимой с этой поговоркой согласятся водители. Пробки на дорогах и плохая управляемость транспортом. И все потому, что не подготовили свою машину к холодам и гололеду. Однако с этого года власти решили серьезно взяться за решение этой проблемы. С первых чисел Нового года вышли и новые изменения в правилах дорожного движения, которые обязывают водителя при эксплуатации в зимний период, это декабрь, январь, февраль, вот эти 3 зимние месяца, водители должны использовать зимнюю резину. С нарушением этих требований по использованию зимней резины, то водитель может быть подвергнут административному наказанию в виде штрафа размера 500 рублей. При этом штрафовать водители будут и за недостаточную толщину протектора. Она должна быть не менее 4 мм. При этом запрещено ездить с зимними шинами летом, поскольку поведение такой резины в жару непредсказуемо. Мороз будет, тогда оденем зимние, а пока сейчас зимние шипы оденешь, резина испортится. В Сибири, на Дальнем Востоке, где холодно, там это нормально, а на Северном Кавказе это ненормально. Наоборот, намного дорого, чем потерянное здоровье. Лучше быть застрахованным заранее, поставить резину и ездить смело. Хотя мнения водителей здесь и расходятся, но именно так власти решили улучшить ситуацию на дорогах в зимнее время. С началом холодов прибавилась и работа в шиномонтажных. Кто-то предпочтет штраф, потому что зимняя резина ему обойдется гораздо дороже. Но нужно учитывать прежде всего безопасность и то, что затраты становятся равными, если водителю выписывают несколько таких постановлений за сезон. Алхазур Керимов, Султан Умаров, Тамилан Арсанукаев. Новости. В 20-й школе Грозного, пострадавшей в ходе вылазки террористов 4 декабря, снова начались занятия. В обновленном корпусе все как раньше, кроме условий, которые стали намного лучше. В этом убедился и наш корреспондент.
Звонок, и дети спешат поскорее в классы. После длинных новогодних каникул обновленные кабинеты вновь встречают ребят. Когда я сюда пришла, я вообще не узнала свою школу. Первый день занятий у меня прошел очень хорошо. Когда был на каникулах, я с нетерпением ждал, чтобы прийти в эту новую школу и зайти в свой класс. Хотел получить сегодня хорошие оценки и хорошо учиться. Восстанавливали школу, можно сказать, все вместе. Помогали ученики и преподаватели. В свободное от занятий время они сразу брались за работу. С утра до вечера здесь мы убирали, все делали и помогали друг другу. Даже когда учителя стыдились нам уже говорить, так как им уже стыдно было, мы много чего сделали, мы все равно приходили и поддерживали их. Дети, когда появились сегодня, у них чувствуется радость в глазах. И вы знаете, как будто мы после долгой разлуки мы встретились. Здесь сразу решили, школе вернут прежний вид. Разве что добавили пару кабинетов и улучшили спортплощадку. Сегодня ничего не говорит о событиях 4 декабря. Тот же цвет стен и такая же обстановка в кабинетах. Лишь одно напоминание решили сохранить – полувековая ваза. На ней остался след от случайной пули. Она спрятана среди других экспонатов и теперь станет не только свидетелем старины, но и частичкой из школьной истории. Елизавета Чепханова, Самир Хаджиев. Новости. В селении Зандак Нижнеюртовского района идет строительство первой в истории горного села водопроводной линии. Уже проложено 6 километров. Закончить все работы руководство муниципалитета обещает до конца января. Проект финансирует региональный общественный фонд имени Ахмада Хаджи Кадырова. Напомню, что вопрос о водоснабжении был поднят на итоговой пресс-конференции главы республики. Преемственность поколений и многообразие культур – главные критерии фотовыставки, открывшиеся в Грозном. В рамках конкурса «Дети России» было представлено более 300 работ, на которых ребята из различных регионов России в национальных костюмах. С интересными снимками ознакомилась Динара Мурадова. Вот этот вот мальчик корейский, он живет в Бурятии, но продолжает оставаться корейцем, и у него национальный костюм. Фотографии этих детей прошли отбор в конкурсе, который проводили на своем портале представители гильдии межэтнической журналистики. В течение нескольких месяцев участники присылали фотографии детей, одетых в национальные костюмы. В ходе интернет-голосования было отобрано более 300 работ. Их авторами оказались не только профессиональные фотографы, но и модельеры, журналисты, работники детских садов и школ, которые чтят традиции и обычаи своего народа. 193 народа – это колоссальное богатство. Но нужно хотя бы узнавать друг друга и увидеть, что схожего, что различного есть. Да? Но в любом случае познакомиться. Эта выставка важна прежде всего для молодых людей, потому что люди 40 лет и старше, у них все-таки есть вот эта прививка, скажем так, дружбы народов, советская еще прививка. Поэтому, когда дети в национальных костюмах, это помогает преодолеть вот этот вот барьер. Несмотря на сессию, студенты находят время и приходят на выставку, пытаются совместить приятное с полезным. Также решил посетить и студент Чеченского государственного университета Садам Бишаев. У всех экзамены, все волнуются, переживают, поэтому это такая возможность чуть-чуть отвлечься. У нас была сегодня возможность посмотреть на их национальные костюмы, традиции, блюда. Но самое такое важное, я считаю, это посмотреть на эмоции людей, эмоции этих детишек на картинах. Это было очень интересно. Фотоконкурс прошел при поддержке Комитета правительства по делам молодежи и Чеченского государственного университета. Уже завтра фотографии детей в самых разных национальных костюмах украсят межэтническую выставку «Дети России» в Самаре и Ижевске. Динара Мурадова, Муслим Типаев, Дауд Куруев. Новости. Звездные сборы в столице республики. Чемпионы мира ММА по смешанным единоборствам начали совместные сборы с бойцами из спортивного клуба «Ахмад». Они продлятся около 2 недель, после чего чеченские спортсмены выступят на чемпионате в США. На тренировке бойцов побывал Адлан Дудаев. Известные тяжеловесы мира по смешанным единоборствам Сергей Харитонов, по праву называющийся одним из лучших бойцов по ММА. Также Денис Гольцов по прозвищу «Русский богатырь», действующий член сборной страны по самбо и профессиональный боец ММА. Шамиль Абдурахимов, дагестанский тяжеловес, побивший чемпиона Кенни Гарнера. И, наконец, Александр Волков, вице-чемпион по версии Беллатори. Боец растет от соперника, значит, нужно тренироваться с лучшими, перенять опыт. И чтобы быть лучшим, надо бить лучшего, и будем драться с лучшими.
Сегодня уникальный состав лучших тяжеловесов мира проводит совместную тренировку с чеченскими бойцами ММА во всех категориях. После разминки отрабатывается техника ударов и защита от атак соперника. Они все борются, все хорошо. И, чуть-чуть надо, конечно, на ударную поработать. Все равно бьющего бойца больше боятся. Для чеченских бойцов это редкая возможность узнать новое в тактике защиты и нападения. Это актуально и для Асламбека Мусаева, который в феврале на турнире М1 Global сразится с Кенни Гарнером из США. Но победивший его в ноябре Сергей Харитонов сможет на этих сборах подсказать Асламбеку слабые места будущего соперника. Я считаю, что мы свой опыт должны и обязаны передавать. И я, честно говоря, пришел в зал, вижу, что ребята на самом деле готовы в физическом и техническом плане. И я скажу, замечательные залы, отличная спортивная обстановка. Сергей Харитонов инициативный соперник Кенни Гарнер выиграть Мадини Сергей Харитонов сунцан белш бешцун минус плюс хаттавач он стацума гойтич такие чем бил одамула. Именитые мастера по смешанным единоборствам наглядно показывают чеченским бойцам свои особые навыки и стили схватки. Отражение атаки противника из, казалось бы, безвыходной позиции. Болевые приемы, выход из блокировки. По словам гостей, здесь идеальные условия для сборов. Когда приезжают все великие спортсмены к тебе домой, то можно гораздо больше сделать охват для местных спортсменов по обмену опытом. Это гораздо проще, чем отправлять всех куда-то в другое место, там, в Москву, в Таиланд, в Америку. Хотелось бы похвалить, конечно, в первую очередь зал. Потому что все ребята, когда мы приехали, мы вчера знакомились с залом, все ребята отметили именно насыщенность техническим оборудованием и саму атмосферу в зале. Что этот зал отвечает всем европейским и мировым стандартам для подготовки борцов смешанного стиля. Берем, отворачиваем голову, делаем такой захват крестный и потихонечку отодвигаем. Тренировочные сборы с мастерами ММА международного уровня продлятся 2 недели, после чего некоторые бойцы РСК Ахмат будут участвовать на чемпионате ММА в США по версии UFC. Через несколько дней совместные сборы мировых звезд по боям без правил и чеченских бойцов перейдут уже во вторую фазу. Ребята будут шлифовать свою технику и выносливость на тренировочной базе в горах Шаттойского района. Адлан Дудаев, Усим Тепаев, Джамлай Хаджалиев. Новости. На этом все. Я желаю вам удачи и до встречи на телеканале Грозный.